Ну, что мне сказать? Большое спасибо, что нашли время, привезли документы, причем это документы оригиналы альбомов, которые дети когда-то собирали. У вас хранилось в вашем музее, теперь это вы передаете в Государственный архив на вечное хранение. Я думаю, они здесь останутся, они оцифруются и будут пользоваться, кому надо, в дальнейшем будут пользоваться наши с вами граждане. Документы очень интересные, они датируются 29-м годом и по, я так видела сейчас, 87-й год. Я пересмотрела, это и школьники, это и годы войны, это туристические походы по районам Таласа, да? Поэтому это очень важно. Мне бы хотелось бы в дальнейшем, чтобы наши граждане, если у кого-то есть в наличии такие документы, чтобы они не просто лежали дома, где-то там в кладовках у вас, а имели место у нас сохраниться и пользоваться в дальнейшем нашими гражданами. Это все-таки наша с вами история, поэтому мы за то, чтобы наша история не просто лежала, а именно вот мы ее берегли и хранили, и наши потомки ими пользовались. Главный, тоже скажите, пожалуйста. Ну, у меня сейчас такое чувство, когда вы сказали про память, да, чувство, знаете, благодарности, во-первых, тем, кто это в свое время сделал, тем, кто сохранил, и вот то, что вы сейчас принимаете у нас, и говорите, что эта память, она действительно нужна. Вот я даже сейчас, я сам вот как-то смотрю, и вот так, знаете, волны такие какие-то Да, я вас понимаю. Потому что, да, я вижу тут из земляков, начинаю, вижу деда моего друга, увидел Цибулина. Я не знал, что он был летчик, герой, да, вот сейчас вот здесь узнаю. Спасибо вам за такую работу, за сохранение памяти. И вам спасибо, что вы передали в Госархив безвозмездно такие интересные фотодокументы.